Як бы вы, як эканаміст, ацэнілі гэты новы падатковы кодэкс, ці дадаў ён парадку вось у сітуацыі там з падаткамі ў Беларусі, ці стаў ён больш справядлівы для ўсіх, альбо не так насамрэч усё, бо я калі чытаю змены, то у меня такое адчуванне, што папросту дзяруць як ліпку народ, і калі не умеюць зарабляць, то давайте мы хотя б штрафаў панабіраем падаткаў, і вось гэта такая крыніца доходаў замест того, каб там эканоміка працавала. Вось вы бы як ацэнілі? Мне кажется, вот то слово, которое употребили, справедливость, с точки зрения составителей кодекса, оно, наверное, ключевое. И в каком плане? И это вообще, это как бы не только связано с налоговым законодательством, это вообще, вот я так вижу, новую стратегию развития экономики Беларуси. Если так, отсыл сразу к Фукуяме и его произведению «Конец истории», да, то есть где после развала Советского Союза и после событий в Китае с переходом к рыночной экономике, он сделал основной такой вывод о том, что идея экономического роста окончательно и безвозвратно победила идею равенства. Да? То есть вот и мы, собственно говоря, Беларусь, и Китай, и страны постсоветского пространства, они взяли за основу именно дальнейшего развития. Вот 30 лет, в принципе, идет основная идея – это экономического роста. Мы отслеживаем рост ВВП, мы как бы сравниваем темп роста там, с Беларусью, с Украиной, с Россией и так далее. То есть основной посыл, что люди будут довольны тогда, когда в следующий год они будут жить лучше, чем в прошлом. И вот мы помним, что Беларусь была, кейс Беларуси, это было такое чудо уникальное. Да? Мы очень быстро росли в начале 21 века при факторах, которые, в общем-то, не характерны для растущих экономик. То есть мы двигались с этим направлением. Но в конце концов рост был исчерпан. И рост был исчерпан уже к началу второго десятилетия 20 века. Но как бы попытки перезапустить систему предпринимались активно еще до 2015 года, по инерции, наверное, с 15 по 20 год. И вот здесь совпали. И, я не знаю, что причина, что следствие, на самом деле, как экономист, я не знаю, что причина, что следствие. Либо это экономические факторы сложились так, что как и переросли в политический кризис и политические эти события, с тем, что просто модель прошлой была исчерпана, и надо было сделать, скажем, революцию, контрреволюцию, реакцию и так далее и тому подобное. Но, как я это вижу, что примерно отсчет именно с 2000 года пошел по новой модели. То есть возврат, условно говоря, к модели, которую описывал Маркс, Ленин, Энгельс и прочие классики коммунизма, социализма и прочее, где опять-таки главный фактор – это идея равенства. Да, то есть не экономический рост. Вот экономический рост обеспечивают богатые люди. Богатые люди быстрее богатеют, чем бедные. Да? И, соответственно, это общий импульс для развития страны. Это общий импульс для развития экономики. То есть надо сделать так, чтобы у предпринимателей, у богатых людей оставалось больше стимулов для экономического роста. И, конечно, в белорусской реалиях это немножко выглядело, так скажем, весьма относительно, но основной посыл был такой, и налоговая система была такая. То есть мы пережили реформу, когда с прогрессивной шкалы налогообложения мы перешли на плоскую. Да? То есть сначала это было 12%, и, соответственно, потом начали дифференцировать, дошли до предпринимателей до 16%, а в этом году мы уже дошли до того, что тех, кто превышает доход над расходами очень значительно, будут платить 20% суммы превышения. То есть фактически это уже аналог этой прогрессивной шкалы налогообложения. То есть, то есть к чему я так долго веду, да? Что мы сейчас видим трансформацию прошлой системы. То есть теперь богатые люди, они в этой модели равенства, они слабое звено.
Если раньше они были двигатель всей как бы развития экономики, то они теперь слабое звено, потому что теперь надо сделать основной, и я думаю, что это будет все больше продвигаться в массы через средства массовой информации, о том, что у нас меньше расслоений между богатыми и бедными, у нас есть социальная поддержка там, здравоохранения, пенсионеров и так далее и тому подобное. То есть будет смещаться основной акцент на то, что у нас нету бедных. Да? То есть то, что богатых не будет, не так важно, главное, чтобы у нас не было бедных. Соответственно, вот именно если смотреть в этом ключе, то все изменения в налоговый кодекс очень логичны. Очень логичны в каком плане, что сейчас берутся, ну, скажем, такой мы видим переходный период, когда, ну, во-первых, ужесточается, значит, контроль над богатыми людьми. Я думаю, эта проверка будет более тотальной, чем раньше. Сопоставление расходов с доходами. Плюс есть возможность сопоставлять не только за последний год, а за последние 10 лет. Соответственно, это будет выявление, скажем так, ну, условно, ну, как значит, богачей. Да? Это первый момент. А второй момент, смотрите, что параллельно происходит. Увеличение ставок налогов для предпринимателей индивидуальных, для физических лиц в 2, а то и в 3 раза. Мне кажется, что это можно рассматривать с какой позиции, что вот мы вам сейчас ставим такие ставки налогов, если вы выжили, то у нас возникнет вопрос, а за счет чего тогда вы живете? То есть как бы они для себя сужают количество людей, с которыми надо более пристально дальше работать и выяснять, откуда же они берут эти доходы. То есть, соответственно, ну, такой устраивает для предпринимателей естественный отбор. Соответственно, выстраивается постепенно, шаг за шагом, выстраивается новая система, где богатый должен будет платить больше, бедный, соответственно, будет, ну, как бы, это будет норма, да, то есть когда ты, значит, законопослушный гражданин, платишь все коммунальные платежи, работаешь, не входишь в базу незанятых в экономике, и получаешь, условно говоря, свои там $300, все, то есть вот это такая как бы основа, опора как бы новой государственной модели. Все остальные, кто зарабатывает там, вот, там $1000, они для этой модели, как я уже говорил, они представляют пятое колесо, они не нужны. И как бы шаг за шагом, я думаю, что их будут выдавливать. И в этой связи налоговый кодекс очень логичен, ну, версии. Слухайте, ці правильно я разумею вас, што па сутнасці вось гэты новы падатковы кодекс ён прывядзе да знішчэння сярэдняга класу, пра які звычайна кажуць, што гэта вось аснова дабрабыту і рухавік нармальна здаровай эканомікі. В общем и целом, да. То есть здесь, я бы сказал, это вопрос терминологии. Да. Вот мы поднимаем средним классом, в первую очередь, те, кто берут на себя ответственность за свое будущее, да, у которых достаточно доходы, которые за счет своих, как бы, своих трат, они определяют, в общем-то, общий уровень спроса в экономике, развитие отраслей в конечном итоге и так далее и тому подобное. То есть это люди, ну, которые диктуют, а не которыми управляют. Да? То есть здесь в понимании вот нынешней белорусской системы средний класс, он как бы тоже формально был средним. Но это те люди, не которые не диктуют государству, в какую сторону развиваться, а которые полностью управляемы со стороны государства, которые зависят от каких-то внешних факторов. Да? То есть это они должны работать, у них должно быть меньше времени на то, чтобы заниматься политикой, активизмом, там, чай пить во дворах, да, то есть они должны быть полностью зависимы от общей политики, проводимой в стране. И формально я подозреваю, что это тоже могут назвать средним классом. Но, конечно, это будет не тот средний класс, который принято понимать на Западе. Такая вельмі змрочная карціна, якая вось асацыяцыя выклікае там з вось найгоршымі старонкамі там бальшавізму, калі там раскулачванне там і так далей. І ну, калі грамадзяніну прапаноўваецца папросту быць кармавой базай альбо кудысьці, ну, альбо знікаць увогуле з беларускай прасторы, канешне, наколькі я разумею, што алігархі альбо вельмі багатыя людзі, яны, канешне, застануцца, але гэта вось
ўжо размова пра ступень набліжанасці да ўлады. І ў мне все-таки вось одно пытанне в сувязі з усім з гэтым. Ці не атрымаецца сапраўды так, што вось гэты падатковы кодэкс гэта будзе яшчэ адзін цвік у труну не толькі беларускай эканомікі, але і беларускай дзяржаўнасці, бо справакуе яшчэ большую па сутнасці эміграцыю тых людзей, хто хоча папросту пажыць нормально. Ну, если говорить о тех людях, которые хотят пожить нормально в современной Беларуси, то я думаю, что да. Но это не означает, что Беларусь как суверенное государство перестанет существовать. Это есть большая очень масса людей, которые в принципе одобряют такие действия, которые не любят богачей, которые как бы считают, что много заработать своим трудом невозможно. А они делают такие выводы по собственной работе, потому что в Беларуси, условно говоря, простым трудом зарабатываешь меньше, чем в Польше, и даже меньше, чем в России, а сейчас уже даже с Украиной сравнивать сложнее становится. Вот, поэтому и это норма, и они эту норму переносят на всех остальных, какие-то элементы зависти, да, и это все, если это все грамотно подогревать в медиаполе, это будет работать. Это будет страна для этих людей, которые хотят равенства, хотят, чтобы не было богатых, которые ненавидят богатых. И, естественно, конечно, богатым в этой стране можно будет только быть в том случае, либо ты сверхлояльен действующей власти, либо, наверное, надо уезжать. Ну, так, я вось пра такіх людзей, для которых будуецца вось эта краіна, узгадаўся такі жарт, ведаеце, антысавецкі, пра тое, што усе не любяць багатых, а пры гэтым таемна кожны хацеў бы быць багатым. Ну што ж, Алексей, дзякую вялікі вам тады за каментар сённяшні. Ну, ацэнка такая, якая ёсць, дзякую за адэкватную ацэнку.